Подожди. Ты хочешь прокачать казахский язык за лето самостоятельно и открываешь это видео. И ты правильно это делаешь. Потому что сейчас в этом видео я расскажу вам, как прокачать казахский язык самостоятельно за лето, при этом выделяя всего 30 минут каждый день. Сейчас я расскажу, как правильно распределить эти 30 минут так, чтобы это время принесло тебе максимум. В общем, у меня очень мало памяти на телефоне, поэтому вам повезло, я буду говорить все быстро и без воды. Вот. 30 минут, как мы распределяем? 30 минут, из них 10 минут это лексика, 10 минут это грамматика и 10 минут практика. То есть мы на практике должны закрепить все, что мы прошли на лексике и на грамматике. Сейчас все объясню поподробнее, на каждый блок остановлюсь. Итак, лексика. Что мы делаем на лексике? Если вы думаете, что вы сейчас откроете словарь по казахскому языку и начнете выписывать все слова от А до Я, то нет. Это супер неэффективно и энергозатратно. Вы не сможете выписать все миллион слов на казахском языке. Этого сделать не получится, и вы просто быстро потеряете интерес. То есть вы будете выписывать слова, которые вам вообще не нужны. Вот. Если у вас уровень C1, вы можете этим заняться, ну, так, на досуге, да? Что мы делаем? Мы сначала выбираем тему. Тема должна быть вам интересной. То есть вы должны быть заинтересованы в этой теме. Например, если вы работаете там в продуктовом магазине, вы должны знать название продуктов на казахском языке. Или если вы работаете в сфере там автомобильного чего-то там, автомобильных услуг, да, я в этом не очень разбираюсь. Но, в общем, если вы в этом разбираетесь, вы должны знать, что такое колесо на казахском языке, как переводится колесо, как переводится машина на казахском, да. И дальше должны вот таким образом действовать. Вы берете один лист А4 пустой, либо открываете файл на ноутбуке и пишете по центру, там, азық-түлік, да, например, продукты. И дальше сначала пишите слова, которые вы знаете. Например, вы знаете, как переводится хлеб на казахском. Я думаю, это все знают, это нан. Нан. Вот если вы не знаете, обязательно выпишите. Вот, дальше вы ничего не знаете, и что вы делаете? Вы пишете, вот берете свой ноутбук или телефон и вбиваете в Google слова, продукты питания на казахском языке, и у вас выйдет список всех этих продуктов питания. Но надо быть осторожным с безэквивалентной лексикой. То есть вы можете выписать, например, слово на казахском языке, но не понять, что это означает. Например, вы не знаете, что такое кхмыс. Вот. Например, есть люди, которые это не знают. Тогда вы открываете YouTube, вы открываете все и пишете, что такое кхмыс, ищите дефиниции, как это готовится, и потом понимаете, это какой-то напиток, да, допустим. Вот, но вы ставите таймер, то есть у вас таймер ровно 10 минут, и за эти 10 минут вы должны как можно больше слов найти на эту тему. Вот, все, 10 минут прошло, таймер прозвенел, и вы переходите на грамматику. На грамматике вы не собираетесь выучить весь казахский язык за эти 10 минут, нет. Вы берете какой-то определенный грамматический аспект и начинаете разбираться, начинаете вникать в эту тему. Например, вы так подумали, так, я не знаю, как выражать притяжательность на казахском, да, то есть как сказать, что этот ноутбук мой, вот. Тогда вы также вбиваете в Google притяжательность, как выражается притяжательность в казахском языке. Например, у меня есть видео на YouTube. Оно длится там, я не знаю, максимум 5 минут. Смотрите мое видео, выписывайте главные моменты и дальше ищите какие-то упражнения. То есть вам надо поиграться с вот этими вот словами. Например, притяжательность — это тәуелдік жалғау. И вы знаете там менің и окончание. Вы должны подставлять каким-то словам эти окончания. Вы должны поиграться с этими окончаниями. Тогда у вас будет все чики-пуки. Так, дальше. Дальше мы переходим на практику. Что мы делаем на практике? Мы чередуем. Один день мы практикуем письмо, второй день мы практикуем нашу разговорную речь. Итак, как практиковать разговорную речь? Вы находите себе друга, который знает казахский язык, либо который изучает казахский язык. Вот второй вариант мне нравится больше, потому что когда вы оба заинтересованы, это делается вообще круто. Вот, то есть вы, например, ставите какую-то цель, или можете даже поиграть в какую-то игру, поставить таймер и сказать, вот, кто заговорит на русском, тот проигрывает и там, я не знаю, должен мне колу, да? Но кола вообще вредная, вот. Не пейте колу, должен билет в кино, например. Вот что-то такое. Поиграть можно найти такие различные игры, споры и так далее. То есть вы ставите таймер, и вы должны говорить на казахском. И кто первый заговорит на русском языке, тот проигрывает. Вот. Есть такой вариант. Еще один вариант, если у вас нет таких знакомых, то вы можете говорить сами с собой. Вот, я когда учила английский язык, я разговаривала сама с собой. Нет, если вы подумаете, что я шизофреник, то нет. Я делала это в своих целях, то есть у меня была цель выучить английский язык. Я это сделала. У меня прекрасный балл по IELTS.
И вот, как я это сделала, я представляла, что я разговариваю с каким-то человеком на какую-то тему. Там, допустим, я беру топик, политика, да, политика, и разговариваю там, да, ругаюсь и так далее, но делаю все это на английском языке. И это очень помогает, это очень классная вещь, либо представляете, как будто у вас берут интервью, вот. Либо сейчас уже супер вещь, это интернет. То есть вы можете сделать вид, не сделать вид, а просто снимать блоги, снимать влоги, вот блоги говорю, блог это другое, снимать влоги, либо снимать распаковку, все это делать на казахском языке, и это очень развивает ваш казахский язык. Либо вы можете там выйти на улицу и там начать разговаривать с какими-то бабушками на улице, да, если вы живете в Казахстане. Вот. Дальше. Письмо. Что мы делаем на письме? Мы пишем эссе, либо какой-то текст с выбранными словами, то есть с теми словами, которые мы выучили, и стараемся использовать ту грамматику, которую мы изучили. На практике мы это все делаем. Мы пишем либо эссе, либо вставляем предложение, чтобы это был какой-то текст, да? Вот, это тоже очень хорошо развивает. Даже если вас никто не будет проверять, вы прокачаете, вот вы затренируетесь, да? Ну, такого слова нет. У вас будет уже набита рука на казахский язык. Кстати, совсем скоро уже стартует мой курс «Казахский язык шаг за шагом». Вы можете приобрести этот курс у меня на странице, вот в Инстаграме, либо я оставлю в описании контакты, на которые вы можете написать и купить этот курс. Что это будет за курс? На курсе будут видеоуроки и задания. Будут очень качественные задания, которые помогают закрепить тему и помогают именно раскрыть все это в практическом потенциале. Это будет супер. Вот, я очень долго выбирала задания, тестировала различные методики, что работает, что не работает на русскоговорящих. Вот, и нашла самые крутые техники, самые крутые задания, которые выведут вас на новый уровень казахского языка. Кстати, мой курс распределен на уровень А1, А2, Б1. Вы выбираете свой уровень, начинающий, средний и так далее. Я вам помогу перейти на новый уровень казахского языка. Приобрести можно, еще раз повторю, приобрести можно через Инстаграм, либо я оставлю контакты в описании к этому видео. На этом все. То есть это такая вот техника, как прокачать казахский язык, при этом выделив на него просто минимум времени. То есть 30 минут времени вы также можете посидеть, листая шортс и ничего не сделать. Но 30 минут в день, наверное, можно. Обязательно ставьте лайки, пишите положительные комментарии и не забудьте на меня подписаться. Я вас всех люблю. Сау болыңыздар. Кездескенше.